Альхамдулиллахи Раббил Аламин, вассалату вассаляму аля Расулина Мухаммад, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин амма ба'д. Салям алейкум, азиз достлар. Мы начинаем курс изучения Корана, курс изучения чтения Корана. И прежде чем начать этот курс, я хотел бы рассказать немного о достоинствах Корана. Что об этом говорится в некоторых из аятов и хадисов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Конечно же, есть много аятов, есть много хадисов, где говорится о достоинствах Корана. Мы подберем лишь некоторые из них, для того, чтобы у нас сложилось общее представление об этом. Прежде чем мы перейдем к аятам и хадисам о достоинствах Корана, давайте посмотрим на то, что же представляет собой Коран. Коран — это священная книга мусульман, это слово Всевышнего Аллаха, которое сокровенным образом было направлено пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, преимущественно посредством ангела Джабраиля, алейхиссалям. Также в виде откровения была направлена пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Она была собрана в виде книги и передана путем мутаватир в каждом из поколений. Что значит это определение? В первую очередь нужно сказать, что Коран — это слово Всевышнего Аллаха, которое существовало всегда. Затем это слово, эти смыслы, которые есть в Коране, они были ниспосланы пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и потом уже собраны в виде книги. Сама книга — нечто материальное, принадлежит этому миру, но то, что внутри нее, ее содержание, это слово Всевышнего Аллаха, которое существовало всегда, и каждый мусульманин в это верит именно так. Это слово было ниспослано в виде вахья, в виде откровения, сокровенным образом пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И главным образом приносил это откровение главный из ангелов Джабраиль, алейхиссалям. Но кроме этого, некоторая часть Корана была ниспослана и непосредством архангела Джабраиля. А, например, Всевышний Аллах непосредственно разговаривал с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, или отправлял ему откровение в его сердце, или пророк Мухаммад видел вещи и сны, и так далее. Кроме всего этого, эта книга, священный Коран, является величайшим чудом пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк Мухаммад, так же как и другие пророки, для того, чтобы подтвердить то, что он являлся пророком, показывал величайшие чудеса. Есть очень много великих чудес, которые случалось с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Однако величайшим чудом пророка считается все-таки Коран, потому что смыслы, которые находятся в нем, те знания, которые находятся в нем, они непередаваемы. Это величайшее чудо, это подтверждают все ученые, которые есть в исламе, и те люди, которые изучали Коран. Книга это знание, сокровенное знание, слово Всевышнего Аллаха, из поколения в поколение передавалось путем мутаватир. Мутаватир — это термин из науки хадис, который обозначает, что какое-то знание от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, передавалось в каждом из поколений таким образом, что в нем не может быть ошибок. То есть одновременно его передавало такое количество людей разными путями, что они не могли сговориться, и хоть какая-то малейшая возможность ошибки невозможна. Приведем пример. Например, мы знаем, что в прощальной проповеди пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, когда он последний раз отправился в хадж, присутствовало более 100 тысяч сподвижников. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, выступил с речью. И эта речь дошла до нас в виде мутаватир, знания, в котором нет сомнений, потому что сотни тысяч людей слышали то, что говорил пророк Мухаммад, они передали следующим поколениям, и затем это было зафиксировано в книгах. Таким же образом и Коран. Сначала ниспослания его записывали, его заучивали наизусть тысячи людей, начиная со времени пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и до наших дней Коран изучают, заучивают наизусть тысячи, сотни тысяч людей, и поэтому Коран без изменений дошел со времен пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и до наших дней. Также Коран был ниспослан на арабском языке, об этом говорится в Коране, и мы более подробно остановимся на этом в следующем нашем уроке, иншаллах. Итак, что же собой представляет Коран? Коран представляет собой слово Аллаха и представляет собой основу ислама. То есть мусульманин для того, чтобы жить согласно повелениям Всевышнего Аллаха, должен следовать Корану. А что такое сунна, второй источник нашей религии? То есть тот путь, который оставил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это живое воплощение Корана, как говорится об этом в хадисах. То есть пророк Мухаммад наилучшим образом осуществлял те заповеди Всевышнего, которые указаны в Коране, и поэтому сунна является тем воплощением, как человек должен жить согласно Корану. Теперь давайте перейдем к аятам, что в некоторых из множества аятов говорится о том, что представляет собой Коран.
В суре Джасия в 20 аяте Всевышний Аллах говорит так: «Астагфиру билля, хаза басаиру линнас». Воистину этот Коран – это ясные знамения для людей. Вахудан – и является верным руководством. Варахматул ли кауми юкинун – и является милостью для людей убежденных. То есть Коран – это ясные знамения, это верное руководство и это милость для людей. Также в суре Али Имран в 138 аяте Всевышний Аллах говорит следующее: «Астагфиру билля, хаза баяну линнас». Этот Коран – это разъяснение для людей. «Вахудан ва мау'изатул лиль муттакин» – и верное руководство и наставление для людей богобоязненных. То есть разъяснение для всех людей, а то, что касается богобоязненных, которые принимают на веру слова Корана, слова Всевышнего Аллаха, то это наставление и верный путь для них. И в суре Исра, в 82 аяте, Всевышний Аллах говорит так: «Астагфиру билля, ва нуназзилу миналь Кур'ани ма хуа шифаун ва рахматул лиль му'минин». И мы не спосылаем из Корана такие аяты, которые являются исцелением, излечением и милостью для верующих. То есть Коран, кроме всего прочего, является также еще и излечением и исцелением от различных болезней, как духовных, так и физических. Давайте перейдем к хадисам, что говорил пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, о достоинствах Корана. Первый наш хадис, который проходит в сборнике Тирмизи, Абдуллах ибн Мас'уд, да будет доволен Всевышний Аллах, передал, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал следующее: «Ман караа харфан мин китабиллах», кто прочитает одну букву из книги Всевышнего Аллаха, фалаху бихи хасана, ему за это будет вознаграждение, thawab. Валь хасанату би ашри амсалиха, и за каждое благо ему будет воздано в 10. То есть в 10 раз больше саваба он получит. И пророк Мухаммад добавил далее: «Ла акулу алиф лам мим харфун, валакин алиф харфун, валам харфун, вамим харфун». Я не говорю о том, что буквосочетание, которое встречается в начале некоторых сур, алиф лам мим, это одна буква. Но элиф это одна буква, лям это одна буква и мим это одна буква. То есть не за каждое слово, а за каждую букву, которая написана в Коране, мусульманин, читая ее, получает великое благо, которое приумножается в 10-кратно. Еще один хадис, который проходит в сборнике Муслима, в нем передается, что Абу Умама, да будет доволен Всевышний Аллах, передал от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, следующие слова: «Икра'уль Кур'ан», читайте Коран. «Фаиннаху я'ти яумаль киямати шафи'ан ли асхаби». Воистину Коран явится заступником в судный день за тех, кто его читал, за тех, кто им обладает. То есть, кто знает наизусть Коран, кто читает Коран, несомненно, эта книга священная для нас явится заступником и заступится за нас в судный день. Еще один хадис, который проходит в сборнике Ибн Маджа, передается, что Хазрати Али бин Аби Талиб, да будет доволен Всевышний Аллах, сказал, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал следующее: «Хайру даваи аль-Кур'ан». Лучшим лекарством является Коран. Каким образом Коран является лекарством для верующих людей, для мусульман? Так же, как и мы сказали ранее в аяте, этот хадис раскрывает предыдущий аят, в нем говорится о том, что и для душевных болезней, чтобы стать лучшим мусульманином, и для физических болезней Коран является лекарством, поэтому необходимо его читать. Есть много хадисов, в которых приводится, что во время пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, люди читали Коран и таким образом излечивались или излечивали других людей. Хадис, который проходит в сборнике Бухари, Хазрати Осман бин Аффан, да будет доволен Всевышний Аллах, передал, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал следующие слова: «Хайрукум ман та'аллама аль-Кур'ана ва алламаху». Лучшие из вас это те, которые изучают Коран и обучают ему других. Те, кто изучает Коран и обучаются Корану, обучают других Корану, лучшие из людей, потому что они стараются жить согласно Корану. Не только читать Коран, но и изучать и стараться жить согласно Корану. Кто стремится к этому, тот является лучшим из людей, лучшим из мусульман. Хадис следующий наш проходит в сборнике Муслима. Хазрати Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен Всевышний Аллах, сказал, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, выразил следующие слова: «Инна Аллаха ярфау бихадаль китаби акваман».
وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ. Воистину Всевышний Аллах возвышает посредством этой книги, посредством Корана, некоторые народы. И некоторые народы посредством этой книги принижает. То есть из этого хадиса проистекает такой смысл. Когда люди изучают Коран, какой-то народ, какая-то община изучает Коран, исследует ей, Всевышний Аллах возвышает их. А те народы или те сообщества, которые остаются далеки от Корана, становятся далекими от ислама, Всевышний Аллах принижает их. Поэтому для того, чтобы достичь блага и как народ в этой жизни, мы должны стремиться распространить изучение Корана, самим изучать и обучать ему других, конечно же. Следующий наш хадис проходит в Бухари, в сборнике хадисов в Бухари. Ибн Умар, да будет доволен Всевышний Аллах им и его отцом, передал, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал следующие слова. «Ла хасада илля аля тhnатейн». Можно завидовать только двум людям, сказал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. «Раджулюн атаху Аллаху малян, фахуа юнфикуху минху ана аллейли ва ана ан-нахар». Это человек, которому Всевышний Аллах дал имущество. В этой версии хадиса не говорится, что дал богатство, а говорится, что дал имущество. И он расходует из этого имущества на протяжении ночи и на протяжении дня. И второй, говорит пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, «Ва раджулюн атаху Аллаху аль-Кур'ан». И человек, которому Всевышний Аллах дал Кур'ан, дал знание Кур'ана. «Фахуа якуму бихи ана аллейли ва ана ан-нахар». И он занят Кур'аном на протяжении ночи и на протяжении дня. Поэтому человек, который отдает время изучению Корана, читает Коран ночью и днем, это человек, которому нужно завидовать белой завистью и стремиться стать таким же, как и он. Следующий наш хадис проходит в сборнике Тирмизи. Ибн Аббас, да будет доволен Всевышний Аллах им и его отцом, передал, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал следующие слова. «Инна аллади лейса фи джауфихи шей'ун минал Кур'ан кельбейтил хариб». Воистину, человек, внутри которого, в сердце которого нет ничего из Корана, подобен разрушенному дому. То есть человек, который не читает Коран, который не выучил несколько сур из Корана, подобен разрушенному дому. И чем больше человек знает Коран, знает его наизусть, занимается им, тем более благоустроенным домом он является. Хадис, который проходит в сборнике Муслима, Абу Хурайра, да будет доволен им Всевышний Аллах, сказал, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, передал следующее. «Вамаджтамаа каумин фи бейтин мин буютилля, ятлюна китаб Аллах, ва ятадарасунаху байнахум». Как только соберется какое-то количество людей, несколько человек в одном из домов Всевышнего Аллаха, в мечети, и они будут читать вместе Коран и будут обсуждать друг с другом Коран, то есть преподавать друг другу, рассказывать что-то о Коране. «Илля назалат алейхимус сакина». На них будет ниспослано спокойствие, умиротворение от Всевышнего Аллаха. «Ва гашиятхумур рахмату». И их накроет милость Всевышнего Аллаха. «Ва хаффатхумуль малаика». Их окружат со всех сторон ангелы, говорит пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. «Ва закарахумуллаху фиман индаху». И Всевышний Аллах упомянет их, этих людей, вместе читающих Коран в мечети, среди тех, кто близок к нему, среди тех, кто приближен ко Всевышнему Аллаху. Еще один хадис, он проходит в сборнике Тирмизи. Зейд бин Аркам, да будет доволен им Всевышний Аллах, передал со слов пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, о том, что он сказал следующее. «Инни тарикун фикум ма ин тамассактум бихи лан тадаллу ба'ди». Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Я оставляю вам такие вещи, что если вы будете придерживаться их, вы никогда не собьетесь с верного пути». «Ахадухума а'заму миналь ахар». Это две вещи, и первая из них, она более великая, чем вторая, говорит пророк Мухаммад. И говорит, какая это вещь. Китабуллах, это книга Всевышнего Аллаха. «Хаблюм мамдуду минас самаи иляль ард». Это верфь Всевышнего Аллаха, который он протянул с небес на землю, для того, чтобы возвеличить людей. «Ва итрати ахлю бейти». И это мои близкие, моя семья, говорит пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Вторая вещь. «Ла ятафаррака хатта юрада алейя аль-хауд». Не расстанутся они друг с другом, Коран и мое потомство, те, кто будут после меня из моей семьи, пока не предстанут передо мной, перед хаузом, перед водоемом Каусар в судный день. «Фанзуру кейфа тахлюфуни фихима». Так будьте внимательны к
к тому, как вы будете относиться к этим двум вещам, к Корану и к семье пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И приведем еще один хадис. Этот хадис проходит в сборнике Абу Давуда. Сахл бин Муад, да будет доволен им Всевышний Аллах, сказал, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал следующее. «Ман кара аль-Кур'ан ва амиля бима фихи». Тот, кто будет читать Коран, исследовать тому, что в нем, то есть жить тем, что говорится в Коране, «Ульбиса валидаху таджан яумаль кияма». Родителям этого человека в судный день будет надет венец, будет надета корона. «Даууху ахсану мин дау иш-шамс фи буюти дунья лау канат фикум». И свет этого венца, свет этой короны будет лучше, будет красивее сиять, более сиять, чем если бы сияло солнце, если поместили его в один из домов в этом мире. То есть ярче солнца будет сиять эта корона, она будет надета на тех людей, дети которых изучали Коран, исследовали Корану. И Всевышний Аллах через своего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, дал нам следующее знание. Сказал пророк Мухаммад, «Фама заннукум биллади амали бихада». Так что вы думаете, какое благо будет тем людям, которые непосредственно сами читают Коран и изучают Коран, если родителям им будет дана такая великая награда? Поэтому, конечно же, каждый мусульманин должен стремиться изучать Коран, научиться чтению Корана, выучить суры как можно более из Корана. Потому что это принесет берекет в нашу жизнь, это принесет благо в нашу жизнь. Недаром во многих хадисах говорится о том, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, оценивал людей, говорил, что их ценность возрастает именно в связи с тем, насколько они знают Коран, насколько они выучили Коран, насколько они следуют Корану. И пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, доверял знамя каждого племени во время войны тем людям, которые более всех знали Коран в этом племени. И когда во время сражения, когда мусульмане защищали свою честь и достоинство, и пали некоторые из мусульман шахидами, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, поручал в первую очередь хоронить тех людей, которые больше знали Коран, больше знали наизусть, лучше его читали, лучше следовали Корану и так далее. И поэтому мы должны стремиться к изучению Корана. Мы должны понимать, что мусульманин очень просто может заработать, получить саваб, получить благо от Всевышнего Аллаха. Для этого нужно взять абдест, сесть за Коран и прочитать немного. И за каждую букву мы получим как минимум 10 савабов. А ведь в хадисах говорится, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, что за одно благое дело Всевышний Аллах может вознаградить до 10 степеней и до 700 степеней. И еще может дать и еще больше. Вот представьте себе, что мы научились Корану, и мы научили Корану других людей, своих детей или кого-то другого. И они, научившись, когда будут читать, они будут получать саваб, и такой же саваб будем получать мы, потому что мы дали им это знание. Если они научат следующим поколениям, и так до судного дня, то этот саваб, то, что мы научили нашим детям или нашим близким или другим людям, он будет возрастать многократно, и по берекету, по благу Всевышнего Аллаха может стать в миллионы, миллиарды раз больше того саваба, когда мы сами просто взяли и прочитали что-то из Корана. Конечно же, мусульманин выражает уважение Слову Всевышнего Аллаха к священной для всех мусульман книге, к Корану. Мы стараемся держать Коран как можно выше, проявляя это уважение. Держим его наверху у сердца, когда переносим его куда-то. Или вешаем на стену своего дома на самом высоком месте, или ставим на высокое место. Однако Коран это не книга, которая должна оставаться где-то наверху. Коран это книга, которая ниспослана для живых людей, для того, чтобы мы читали, чтобы мы следовали ему. Поэтому Коран должен быть не где-то наверху, а Коран должен находиться у нас на столах, чтобы мы каждый день читали эту священную для мусульман книгу, это слово Всевышнего Аллаха, и приобретали все те блага, про которые я говорил ранее. Вассаляму алейкум ва рахматуллах.